скором времени проект новой конституционной реформы будет представлен в парламент, где будет обсуждаться и дорабатываться. В данном документе предлагается внедрение сразу двух видов политических систем – партийной и одномандатной. Всего в Джохор-Кукенеше будет 90 депутатов, 35 мандатов будет предназначено для одномандатного округа, 55 для партийного списка. Конституциялық реформа бойынша бұл жалғыз эле менин талабым эмес, бұл элдин талабы. По моему предложению парламент будет обсуждать изменения в Конституцию в прямом эфире. Все будет открыто для народа. Вы не должны думать, что установится диктатура. За 30 лет кыргызстанцы совершили третью революцию против диктатуры. И кто бы после меня не пришел, будь это Эшмат или Ташмат, народ не допустит диктатуры. У меня нет намерения устанавливать монополию власти. За последние годы были попытки установить диктатуру. Были нападения на СМИ. Я открыто выступал и требовал свободу для журналистов. Выступал против гонений на политиков. Партийная или одномандатная система? Данный вопрос породил множество споров в обществе. В итоге лица, заинтересованные в той или иной политической системе, начали перетягивать одеяло на себя. Но решение внедрить сразу два вида систем политологи оценивают как политический компромисс. У каждой предложенной системы есть свои преимущества. Партийная позволяет сохранить гендерный баланс. Также в парламент могут прийти представители из разных слоев общества и разных возрастов. А одномандатный избирательный округ даст возможность электорату проголосовать за определенного кандидата. Партии будет возможность противостоять, например, тем же олигархам, также админресурсу за счет командной работы. И за счет того, что есть квоты определенные у молодежи, у женщин, у представителей других национальностей больше шансов попасть в парламент. Говоря о конституционной реформе, отдельные эксперты предлагают сначала обратить внимание на форму государственного правления, поскольку политическая система и вид правления в государстве тесно взаимосвязаны. Но для того, чтобы народ не запутался в этих нововведениях, необходимо в первую очередь внести изменения в законодательную основу избирательного процесса и все четко прописать. Избирательный кодекс надо изменить с тем, чтобы народ, опять же, не голосовал за какую-то партию, а за конкретного представителя этой партии. Если у них есть, допустим, 10 представителей, пускай вывешивает список, и он подберет самого лучшего. Благодаря двойной политической системе будет услышано общество, поскольку в этот раз число парламентариев могут пополнить депутаты действительно из народа. Вот если в парламент 55 депутатов придут по партийной системе, а 35 по одномандатной, то даже у кандидата с 15 тысячами голосами будет возможность пройти в парламент. Раньше у некоторых претендентов на кресло в ЖК, набравшим более 100 тысяч голосов, не было гарантий, что они пополнят ряды парламентариев. Ну а сейчас есть большая вероятность того, что в Джохор-Кукенеш придут лица, действительно избранные простым народом. Конституционная реформа подразумевает под собой определенные изменения, но, как известно, любая трансформация требует времени и усилий, и предлагаемые новшества не исключение. И здесь время позволит всем сторонам высказать свою точку зрения. Как ранее отмечалось, в обсуждении конституционной реформы могут принять участие все желающие. И на сегодня многие политики и эксперты готовы поделиться своими взглядами на то, каким должен быть основной закон страны. Мы сейчас все, кто участвует в этом процессе, мы будем предлагать обсудить свое личное мнение. Напомним, что работа конституционного совещания будет открыта и транслироваться в прямом эфире телеканалов. К данному процессу будут привлечены представители всех слоев общества. Кундуз Кадатаева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.